Сейчас пойдет. Сейчас пойдет. Раньше было на небе 3 солнца. Почему Плеяды, когда они появляются? Почему вот на небе Орион такой большой? Это же охотник большой, который погнался за 3 моролухами, остался на небе. Что откуда пошло и зачем? Откуда мы произошли? Откуда я произошел? Человеческая любознательность, она свойственна любому человеку. Идея о Сирии родилась очень давно. Среди фольклористов муссировалась мысль о том, что этнографы располагают своим собственным журналом «Советская этнография», а у фольклористов такого издания нет. Негде было печатать статьи, очень было сложно, и тем более не печатали совершенно коллекции собранные. Они лежали в архивах. Фольклористы осознали необходимость издания именно фольклорных произведений. С этой идеей на президиум вышел Александр Бадмаевич Соклоев. Председателем сибирского отделения в ту пору был Валентин Афанасьевич Коптюк. И в 1981 году было принято окончательное решение об издании 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Мы стремились к тому, чтобы вот когда мы говорим «памятники», почему памятники? Мы даем вершины достижения. Серия у нас билингвическая и академическая. Академическая – это значит, что мы не можем допустить произвола вот, с научной точки зрения. Мы должны строго следовать тем принципам, которые заложены в фольклоре. И в то же самое время мы должны эту художественность высокую и сокровенную суть этого совершенно неповторимого, хотя, казалось бы, вот такого многократно опробованного искусства, вот чем-то пренебречь, уплощить, упростить. Я вырос в деревне, так как родители были целыми днями заняты, я пропадал у дедушки и бабушки, жил с ними. Я первый обряд, шаманский обряд поклонения предкам, видел в 6 классе, по-моему. Было ощущение то, что я приобщен к какой-то культуре, не знаю, к чему-то такому таинственному, которое невозможно получить по телевизору или из разговоров. В основном, как этнос, алтайцы придерживаются древних языческих верований. Это тоже поклонение огню, духам природы, предков. У них мало научных знаний о природе, но очень много вымышленного, фантастического, которое они вкладывают в сказки, легенды, предания. Сибирские народы, и не только сибирские, верят, что медведь – это сын верховного божества. Он был спущен на землю по собственной просьбе. Медведь – это не просто жертва, это гость в доме. И укладывают его в жертвенной позе на почетное место. Если это самец, то на него надевают шапочку. Если это была самка, то покрывают голову платком, надевают кольца на лапы. Такое торжество на несколько дней, а точнее ночей. Исполняются песни, священные, очень длинные песни. Если был проведен обряд, то тогда душа медведя поднимается обратно наверх к Торму. То есть на это направлен весь обряд. И тогда он сможет реинкарнировать. Ханты верят в реинкарнацию.
существует дух хозяин горлового пения. В Лаге существует дух хозяин сказки. У тувинцев только горловое пение представлено 7 стилями. Каждая природная реалия, гора, река, имеет своего духа хозяина. На охоту, когда люди выходили, брали с собой сказочника, именно горловика, да, чтобы они исполняли обряд поклонения хозяевам тайги, скажем, для успешной добычи. Героические сказания сибирских народов очень большие по объему. Средний объем любого героического сказания – это 5000 стихотворных строк. Например, вот эпос «Бурят» исполнялся 3 ночи подряд. И сказителями становились постепенно. С малых лет они обучались. Всю жизнь они репертуар свой сказительский они оттачивали. Это мастерство росло сознанием. И такие люди, они обладали феноменальной памятью. Есть определенные формулы, которыми пользуются исполнитель. Вот. И есть что-то, что возможно варьировать. То есть в каждой традиции это свое. Вот. Канон и импровизация. На этом построено все. Фольклорный канон – это своего рода цемент. То есть он традицию цементирует. Есть нечто такое устойчивое, константное, которое не изменяется. И благодаря этому традиция и сохраняется. Если нарушается механизм передачи и забывается этот канон, то, соответственно, традиция уходит и исчезает. Если вы спрашиваете, на скольких языках мы работаем, то вот их больше 33 в Сибири. И, конечно, обучить 33 языкам мы не можем людей, поэтому каждый из нас, вот каждый из тех, кто занимается в секторе переводов сотрудников, он должен работать со многими языками. И в этом есть своя трудность и есть свое приобретение, потому что ты больше начинаешь понимать суть. Это мировоззрение, это взгляд на жизнь. Через язык человек, собственно, осмысляет и жизнь свою, и жизнь мира, и свое представление о мире. Филологи изучают слово, а музыканты изучают напев, но они-то существуют в природе в неразрывном единстве. И даже есть теория, что пение возникло раньше даже, чем просто декламация. Поскольку это проще, наверное, можно сказать, и физиологически даже удобнее петь, чем говорить. Одно из самых больших достижений нашей серии – это наши экспедиции. Их уже больше 20. То есть каждый год в самые дальние районы, там Костя чуть не замерз, там где-то остались без еды, приезжают в Васюганье, где и погода, и природа, и люди. С этим нельзя информантом работать, он пьян сегодня. Другому надо дать выпить, потому что иначе он не будет рассказывать. Иногда мы встречаем обряды, которых уже почти нет. На Камчатке мы снимали погребальный обряд коряков. Они их до сих пор сжигают своих, кремируют покойников. Там же на Камчатке снимали сакральное употребление мухоморов с целью что-то узнать. Скажем, как найти дорогу к стойбищу, где пропавшие олени. К тебе приходит дух мухомора и все тебе рассказывает, и ты начинаешь это все знать. В Бурятии, в Забайкалье мы видели шаманские обряды бурят. Шаманка, которая в жизни не пьет, в нее вселился дух, какой-то старый дедушка. Он захотел выпить. Выпил он бутылку водки. Когда он вышел из нее, она была не то что не пьяная, от нее даже водкой не пахло. Вот такие штуки иногда случаются. Что касается сказок, Сибирь вообще богата международными сюжетами. Есть сюжеты чисто сибирские. Например, в эпосе это одинокий герой, который родился не знает как, он сам по себе возник. Он возник на земле, в среднем мире, как говорят в фольклоре. Да? Есть верхний мир, где обитают небожители, есть нижний мир, где живут нижние такие силы тьмы хтонические, а есть средний мир, это земля людей. И вот одинокий герой, который появился на земле сам не знает как и пытается найти свое место в этом мире. Это характерный такой сибирский сюжет. Частый образ – это девушка-богатырка вообще. Она просто сама по себе богатырка. Она исполняет чисто мужскую роль. Она может быть
царицей, правительницей своего народа, мудрой правительницей. Она защищает его от набегов, она сражается с чужими богатырями. В конце концов, эта сюжетная линия всегда заканчивается одинаково. Она находит себе достойного мужа и становится замужней женщиной, ведет уже обычную женскую жизнь. Она хранительница хозяйства, она мать. В Сибири вот 3 родственных восточнославянских народа – русские, украинцы, белорусы. И вот они здесь настолько часто переплетались, очень мощно, что сложно вообще определить бывает, кто из них кто. Ой, Иванка, сердце мое, нема кращия. А когда начинаешь их спрашивать, значит, вот вы украинцы, они, значит, отвечают что-то вроде того, что «Які мы же украинцы», что украинцы это там, на Украине, а мы уже сибиряки. И русские проживают на всем вот этом пространстве. От Урала до Тихого океана. И русские очень разные. Если мы возьмем русских Якутии, это вот такой образец, я бы сказала, толерантности вот в сосуществовании. Вот русских вместе рядом там с якутами, долганами, венками. Они там освоили языки коренных народов. И они даже свои какие-то отдельные произведения вот сочиняли, новые фольклорные, частушки, например. Они могли их сочинять и на русском, и на якутском языке. И могли петь половину частушки на русском языке, половину на якутском языке. В первую очередь тундра. Это удивительно. Я никогда не думала, что это может быть так красиво. Я думала, что это просто большие пространства и все, что там может быть. А это целый мир. К несчастью, в этих краях богатые залежи нефти. Ханты, манси – это очень малочисленный народ. Они всегда были малочисленным народом. Они меньшинство, хотя они жили на этих территориях на своих тысячи лет. Среди пришлого населения они меньшинство. И, соответственно, дискриминация – это то, что они переживают в полной мере. Оленями их так и называют. Вот, и люди просто как звери уходят с этих территорий все дальше, дальше, дальше. Когда-нибудь некуда будет просто идти. دايما خاوبي أبلكم خانلبت كاينما خاوبو يسوغو وكياسنا خندنا تانا تديغ رخو وانتنا ناي كونن ناس تانا ناس انا بيغنا نان اتيانا نديغ رخ Грустная песня. Даже самому иногда плакать хочется. Чтобы культура в том виде, каком есть, была, сохранялась, надо, чтобы человек жил в среде своей, чтобы окружало все. Он был не со стороны человеком, то есть зрителем. Он был участником всего процесса. Одному Гомеру древнему можно противопоставить более 4000 Гомеров сибирских. Богатство мировой культуры складывается из маленьких культур, из всех культур, которыми представлено человечество. И если одна культура пропадает, безусловно, это потеря для всего человечества, для всей мировой цивилизации. У исследователей фольклора всегда есть ощущение, что вот-вот это исчезнет, вот-вот и угаснет. Писали об этом в XIX веке, и в XX веке, и сейчас об этом пишут. Тем не менее, фольклор-то живет. Человек обязательно стремится найти свою суженую, говоря фольклорным языком, правильно ведь? И чтобы эта суженая соответствовала его представлениям, чтобы он создал счастливую семью, чтобы у него были дети. И вот он бьется за свое счастье. А разве это не перекликается с современностью? Добро, справедливость, умение уважать старших – это все заложено в фольклорных произведениях. А этим жило все человечество. Оно и сохраняется, оно и было в фольклоре, оно и есть. Oh